В завершении нашей секции сегодняшней я бы попросил как в целом подвести итоги, в целом подвести черту и, наверное, переходя от многих обсуждений проблематик, инцидентов, других трудностей и перейти к непосредственным каким-то практическим действиям и предложений, я бы хотел попросить выйти с докладом председателя Совета Татарстанского регионального отделения партии «Родина», руководителя Казанского института региональной политики Бородина Евгения Анатольевича. Евгений Анатольевич, просим вас. Добрый вечер еще раз, братья и сестры. В первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить настоятеля храма тружеников, прихожан данного прихода, что приняли столь уважаемую сессию, конференцию. В отличие от тех, кто бы должен был ее принять, Татарский культурный центр, но по факту мы оказались с вами здесь. Во-вторых, конечно, хотелось поблагодарить владыку, хотелось бы поблагодарить священнослужителей, которые присоединились, всех тех уважаемых гостей. Когда приходится принимать участие в подобных мероприятиях, а все, что касается религии, культуры, это вдвойне сложнее, поверьте мне. Вот я как профессиональный политолог, мне проще с экономистами, политологами общаться, наверное, где-то, так как сколько людей, столько мнений, а здесь они более обостряются, более выражены, поэтому в данной ситуации, конечно, всем огромное спасибо. Ну и вот я второй год принимаю участие в подобном мероприятии именно в этом храме, я уже свое мнение высказал, я реально себя здесь чувствую очень уютно. Мне нравится и атмосфера. При всем этом хотелось бы всем вам сказать спасибо, что проявляете взаимное уважение, прислушиваетесь друг к другу. Ну и как бы со своей профессиональной точки зрения, конечно, хотелось сделать небольшие акценты. Я понимаю, все устали. Я постараюсь кратко это сделать. Ну и как бы высказать свое профессиональное видение, на что же нужно татарское православное общение, все-таки сделать акцент в долгосрочной, краткосрочной, среднесрочной перспективе, так как мы здесь выслушали много мнений, много стратегических взглядов, исторических, теологических, языковых, но все-таки любой формат общения, он должен, конечно, как-то принимать некую форму. Так что первое, на что, я думаю, конечно, нужно обратить внимание, так как Татарстан, а я выходец из Татарстана, я родился в Казани, 35 лет прожил в Татарстане, так как Татарстан на себя берет, я считаю, все-таки довольно-таки завышенную миссию говорить за всех татар в России, но он всячески пытается вот эту главенствующую роль взять на себя, то, конечно, я думаю, все-таки стоит обращать внимание на те инициативы, которые от республики исходят. Первая инициатива, на которую особо, я думаю, должны обратить православные татары, это та стратегия, которая сейчас активно продвигается в Татарстане. Стратегия развития татарского народа, вот она. Она, в принципе, размещена на официальных сайтах инициаторов данной стратегии, организаторов и руководителей проектов развития данной стратегии, которые, поверьте мне, я сам бывший чиновник Татарстана, знаю, как Татарстан дело продвигает документы, как умеет хорошо оборачивать документы, пускать их в оборот. Я думаю, что, конечно, православным татарам нужно очень серьезно обратить внимание на этот документ. Так как, первое, здесь ни слова не сказано
о том, что есть такие православные татары. Во-вторых, здесь, в принципе, если внимательно вчитаться между строк, то, в принципе, здесь четко прослеживается линия именно мусульманского вектора развития татарского народа. И мы прекрасно с вами понимаем, что если документ, который сейчас руководство республики всячески продвигает, а поймите правильно, ресурс, который задействован, слушание публичное, как они называют, но мы прекрасно с вами понимаем, что это делается в добровольном принудительном порядке. Публичные слушания проводятся в лицеях, в школах, там собирают полные актовые залы, 200, 300, 400 человек, где, естественно, в добровольно-принудительном порядке поднимается рука, что нужно поддержать данную стратегию. Мы с вами прекрасно понимаем, к чему это ведет. Что это просто-напросто все протоколы вот этих вот неких обсуждений будут собраны, оформлены необходимым образом. И вот вам, пожалуйста. Мы с вами помним историю, как в 2014 году, первоначально в 2009, потом в 2013-2014 году попытки Всемирного конгресса татар зарегистрироваться при Организации Объединенных Наций были очень активны, но благо дело здесь все-таки наши власти отреагировали. Но не нужно забывать, что все те формы документальные, которые обретаются именно посредством вот таких вот мероприятий, они в конечном счете поздно или рано доходят до конечного варианта. Как мы уже говорили, документ называется «Стратегия развития татарского народа». Поэтому мое видение, что татарские общины православные должны обратить внимание, изучить внимательно этот документ, внести свои корректировки и обязательно отправить по всем адресатам, которые имеют отношение к разработке данных документов. Второе. Заканчивая по поводу вот этой стратегии, естественно, настораживает. Но я вам скажу свое видение, это реально довольно-таки такой радикальный документ, где просматривается национальная сепаратистская идеология. Она, естественно, завуалирована, но мы прекрасно с вами понимаем, к чему это может привести. Второе. То, что поднималась тема болгар. Я считаю, что эта тема, она тоже актуальна, связана с тем, что мы прекрасно с вами видим, что идея Татарстана создать некую северную Мекку в Булгарах, ну, мягко скажем, частично провалилась. Когда в мае 2017 года открывали Академию, мы с вами видели представителей мусульманского духовенства, серьезных богословов, либо руководителей стран арабского и мусульманского мира не было на этих мероприятиях, а это говорит о том, что, ну, мы с вами все прекрасно понимаем, о том, что никто никогда не позволит создавать какие-то иные духовные центры, так как они сложились исторически, и мы прекрасно понимаем, что да, в 1922 году волжские булгары приняли ислам на этих землях. Ну, как памятное событие принятия ислама, конечно, это вполне имеет место быть и может праздноваться, но при этом не нужно забывать, как здесь уже я не буду уподобляться, эти земли связаны со многими святыми, и в первую очередь это, конечно, яркий пример мученического подвижничества и смерти Авраамия Булгарского. Конечно, я считаю, что православные общины татарские должны активно продвигать идею создания в Булгарах некого духовного евразийского центра. Поясню.
Вот у нас, вы знаете, в России очень активно продвигают тему ЕАЭС, но это детище нашего президента, инициатива нашего президента, которая была поддержана в данный момент. Ведь 5 стран-участниц – это Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Россия и Армения. Так вот, сам Бог велел, в принципе, в Булгарах создать этот духовный центр евразийской интеграции, так как мы имеем в ЕАЭС 2 мусульманских страны, Кыргызстан, Казахстан, 2 православных страны, это Беларусь и Россия, и Армения. Здесь было сказано, что армяне тоже имеют непосредственно отношение, когда было четвертован Авраам Булгарский, они забрали его тело, они похоронили на своем кладбище, и при этом, общаясь с армянской общиной, я понял о том, насколько почитаем и уважаем Авраам Булгарский у армян. И вот именно для того, чтобы в Булгарах сделать такую сбалансированную систему, понимаете, там очень много само по себе противоречий. В Булгаре 83% это русские проживают. Город сам по себе маленький, 6 там, с небольшим тысяч человек. Но при всем этом на сегодняшний момент мы с вами знаем, и как вот господин Силантьев сказал, провалилась и академия, не знают, что там делать с преподавателями, а уже не говоря про слушателей, так как это все-таки молодежь, которая больше стремится к цивилизации. Так вот, все-таки для того, чтобы вот эта вот сбалансированность была выдержана, вот как вариант создания в Булгарах некого духовного просветительского центра евразийской интеграции, считаю довольно-таки интересной идеей, которую татарские общины православные должны рассмотреть и всячески оказывать содействие в продвижении данной идеи. Третий тоже вопрос здесь поднимался, и свою версию озвучивали святые отцы, но считаю она довольно-таки актуальной и совершенно правильно. Этот вопрос очень тонкий, требующий серьезной проработки, но он назревающий. Это вопрос создания епископальной кафедры, которая будет окормлять, так скажем, и которая будет оказывать максимальное содействие воцерквлению татар, которые мы видим прекрасно идут в нашу церковь, мы видим, как они действительно пытаются объединяться. Естественно, мы должны всячески противостоять тем событиям, которые случились сегодня. Это недопустимые вещи. Это вот благо дело, опять-таки спасибо огромное организаторам этого мероприятия, что все-таки они понимали, что может быть осуществлен такой провокационный шаг, который был осуществлен. Вы задайтесь вопросом, в принципе, сегодня наше мероприятие изгнали из татарского культурного центра. Вот мне просто стало интересно, я сегодня посвятил 1,5 часа, из открытых источников я посмотрел, что собой представляет татарский культурный центр. Вот автономия, которая там находится, автономия города Москвы, она, оказывается, практически наполовину состоит из представителей Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман. Но представителей непосредственно православных там нет. Но мы с вами прекрасно понимаем, что культурная автономия – это не религиозная организация. То есть, провести мероприятие в рамках рождественских чтений Русской Православной Церкви оказалось невозможным. И я считаю, что это сигнал очень серьезный. И я считаю, вот когда я сегодня узнал, что было подано заявление и в отдел полиции, и планируется подать заявление в прокуратуру Замоскворецкого района, это очень правильно, потому что правоохранительные органы и структуры, которые у нас следят за деятельностью подобных организаций, должны дать оценку и руководителю
данной организацией. Как так? Это недопустимо, извините. Как аргумент звучит, у нас здесь не могут проводиться религиозные мероприятия. Захожу на сайт, смотрю, батюшки, там что только не бывает, ифтары, там какие-то лекции, намаз для женщин, там еще что-то. А это что, не религиозное? То есть мы с вами прекрасно понимаем, что так как покровительствует культурному центру, понятно, Республика Татарстан, и мы это прекрасно понимаем, но только у них покровительство интересное. Как правило, они им деньги только на сабантуй выделяют. Это для того, чтобы, наверное, делегация Татарстана приехала, ну, так скажем, в Коломенском показала все величие татарской элиты. Потому что сам по себе центр довольно-таки, ну, в таком, скажу честно, не больно-таки хорошем состоянии. Но при всем этом, уважаемые татары, православные татары Москвы, на это тоже нужно обращать внимание. Тоже нужно реагировать, нужно действовать сообща. Ну а так хотелось бы еще раз всех поблагодарить, пожелать вам мира, ну и чтобы на следующий год, дай Бог, мы с вами все встретились. Спасибо.